Все силы, пытающиеся устранить вас и искоренить любую вражду вокруг вас, должны быть освобождены от ответственности. Всегда приятно сделать правильный выбор, пока ситуация не ухудшилась. Ищи скрытого врага в жизни уязвимых, эксплуатируй его, твой дорогой сын. Откройте свои уши и свои сердца, ибо сегодня я говорю немедленно через небесного воина Архангела моего божественного воинства. Все зависит от вас, поэтому вы можете сразу сосредоточиться на том, на чем сосредоточены. Не позволяйте себе отвлекаться на эти слова, ибо сообщение, которое я передаю через вас, обязательно в вашей судьбе. Я не недооцениваю важность этого послания, поскольку мой голос звучит в каждом голосе. Архангел Михаил действует не по вожделению, а по моему божественному повелению. Его призывают обратить внимание на синхронические знаки, которые им управляют. Это не случайность, а мое прямое вмешательство в вашу жизнь. Не закрывайте свое сердце для этого призыва, поскольку важность этого послания имеет первостепенное значение для решений, которые вы примете. Желаю вам добра, ходите во свете и истине, но действуйте согласно традиционным советам. Эти слова твои. Не презирайте этого небесного призвания, Архангел Михаил откроет вам глаза на истину, которая может изменить ход вашего существования. Не пренебрегайте этим божественным призывом, обеспечьте возможности для собственного благополучия и духовного роста. Это призыв к действию, глубоким размышлениям и следованию моим правилам. Поэтому я прошу вас прибежать ко мне в молитве. Это послание – светильник во тьме, путеводитель в смятении. Сопротивляйся, советуйся, ибо ты мне дорог. Бог просит вас обратить внимание на это послание, потому что вашему пути уготовано великое избавление. Существует также обеспокоенность по поводу возможных неминуемых угроз. Если вам нужно это освобождение, прежде чем произойдет что-то более серьезное, выразите свое право на ангельское видение. Это указывает на то, что вы можете попросить прощения своих грехов, прежде чем кто-то навсегда уйдет из вашей жизни. В противном случае вы можете почувствовать вину за проигрыш, особенно в важный момент. Избегание плохих рук позволит вам избежать негативных последствий в вашей жизни. Проявите свою поддержку, любя себя, и не уходите, когда враг пытается увести вас от этих сообщений. Я приношу спасение, ибо Бог есть путь, истина и жизнь. Он оставил это послание, чтобы достучаться до самой глубокой боли в вашем сердце. Добавьте канал к лучшей жизни, положительным финансовым результатам и предотвращению будущих кризисов. Ангелы вам завидуют, и узнать всю правду сложнее. В последние дни вашего путешествия вы жили двойной жизнью. Оставь суету и раздоры, ведущие тебя к Богу тьмы. Это избавит вас от неприятностей, и в ближайшие 24 часа произойдет большое финансовое чудо. Не позволяйте людям чувствовать себя виноватыми, когда они отворачиваются от вас, ведь именно это вы сказали в своей молитве об избавлении от вредных привычек в дружбе. 330 ваш комментарий окружает вас только полезными для вас отношениями. Если вы доверчивый ребенок, поймите, что, проявляя милосердие к окружающим, ваша жизнь станет более плавной. Бог научил вас прощать даже тех, кто грешит. Почувствуйте глубокую радость и волнение в своем сердце. Поделитесь этим сообщением, если оно дойдет до вас.
Бог приносит в ваше сердце новые чувства и надежду. Он покажет тебе, что ты не заблудился, несмотря на неприятности, которые заставляют тебя плакать. Любые эмоциональные проблемы, с которыми мы могли столкнуться, закончатся, поскольку на вашем пути всегда есть место для новых и позитивных вещей. Не позволяйте победе ускользнуть на этом этапе. 6565 текст ходатайства о публикации и руководстве. Враг хочет устроить в вашей жизни большой беспорядок. Если вы не хотите этого избежать или избежать этого, вы можете отклониться от плана, который приготовил для вас Господь. Я понимаю, что ежедневная борьба может быть утомительной, но важно укрепить себя внутренне и смело противостоять жизненным вызовам. У ангела есть что-то зловещее в женщине, которую он обнаруживает, которая заботится о нем, но участвует в его учебе. Будьте осторожны, чтобы ошибка не усложнила ситуацию. Поделитесь этим сообщением с людьми, которые достигают цели. Если вы ищете щит защиты и путь к личному освобождению, скажем, 1919 год. Это мощное заявление вселяет надежду в ваше сердце, особенно для тех, кто желает изобилия и удовлетворения в своей жизни. Пусть этот месяц станет свидетельством щедрости быть с вами. Бог предупреждает его о грядущем предательстве в его жизни. Очень важно бороться с этим злом, чтобы больше ничего не мешало. Каждый раз, когда ты просыпаешься грустным и печальным, молись, чтобы Бог услышал тебя и исцелил. Есть только один ответ. Сегодня Бог удалит любое чувство вины из вашей жизни, показав вам способность выздороветь и преодолеть все зло и опасности вокруг вас. Прежде чем вы сможете пережить это освобождение, вы должны полностью осознать все свои грехи. Я искренне надеюсь, что вы учтете этот аспект своей поездки перед отъездом. Ангелы предупреждают, что смерть попытается войти в вашу жизнь и забрать с собой особенного человека, которого вы глубоко понимаете. Если вы хотите избежать этой участи и передумать, хотя бы не идите на этот трудный путь. Ожидается способ положить конец этой новости. Поверните 4040, скажем, институт, если вы пытаетесь освободиться от этого пути прошлого. Присоединяйтесь к последнему приключению Питера, вы будете спасены. У Бога есть великий план для вашего пути. Если вы ищете жизнь, полную общения, процветания и внутреннего покоя, проживайте хорошие времена и сосредотачивайтесь на новых вещах, знайте, что вас никогда не бросят в трудную минуту. Я могу начать готовить оригинальную речь и дать первые несколько строк, которые вы сможете повторить или дополнить своими мыслями и словами. Давайте начнем разгадывать глубочайшие тайны существования и поставим вас на ноги. Обратите внимание на 7070 как на отличное напоминание о необходимости избавиться от негативных активных мыслей и больше сосредоточиться на настоящем моменте. Отпустите проблемы прошлого и откройте для себя будущее, полное бесконечных возможностей. Божественное присутствие, источник всего света и любви, мы просим, чтобы ваша защита окружала всех нас, ваших детей, на этом жизненном пути. Объедините силы Вселенной, чтобы направить свои шаги на путь познания, мира и понимания. С каждым вздохом мы хотим чувствовать ваше утешающее присутствие, рассеивающее тени сомнений и страхов, наполняющие наши разумы надеждой и силой.
Дай нам силы выдержать штормы, спокойствие, чтобы признать, что мы не можем измениться, и мудрость, чтобы осознать уроки, скрытые в каждом вызове. Мы просим вас защитить нас своим невидимым светом и убрать весь негатив и опасности. Пусть ваш разум будет защищен определенными мыслями, куда не имеют доступа различия. Пусть наши сердца будут святилищами любви и милосердия, распространяющими сострадание и понимание на всех вокруг нас. Мы защищаем наши семьи и близких, окутывая их царством любви и мира. Пусть здоровье, благополучие и счастье будут постоянными спутниками вашей жизни. Ищите прибежище и силу в вашей бесконечной мудрости. В нестабильные времена, если ваш близкий человек сталкивается с экстремальными трудностями, напишите 6565, чтобы получить прощение и защиту. Послание здесь – это приглашение к благодати даже в самые незначительные моменты. Бог призывает нас отказаться от своих привычек и ценить драгоценные моменты жизни, несмотря на трудности. Благословите наши дома, превратив их в оазисы гармонии и безопасности. В ваших стенах мы находим утешение и сладкий покой осознания того, что мы находимся под вашей любовью и что ваша защита распространяется на нашу планету, наш великий дом. Помогите нам заботиться о нем с уважением и любовью, признавая святость всех жизней, населяющих его. Мы неустанно стремимся к его защите и миру. В это время молитвы мы возносим свои мысли и сердце к Тебе, Твоему свету непостижимому, Твоей силе постоянной, Твоей бесконечной любви. Мы просим Вашей защиты от зла, которое приближается к нашему дому, как далекая буря на горизонте. 2024 год – год инноваций и восстановления, поскольку мы чувствуем, что проблемы и перемены стучатся в нашу дверь. Войдите в 2020 год, чтобы окончательно стереть разочарование вашего путешествия, отпустить то, чего нет сейчас, и сосредоточиться на ясном будущем. Нацельтесь на это со смирением и верой. Мы просим, чтобы ваша сильная рука была поднята как щит против сил тех, кто пытается нарушить покой нашего дома. Растворите негативные намерения, чтобы найти барьер любви и света. Пошлите своих ангелов, посланников своей воли, расположите лагерь вокруг нашего дома, образуя неприступный оплот против всех негативных сил. Пусть твои крылья будут стеной против нечестивцев, и пусть твои глаза сияют во тьме. Высший разум будет наставлять нас и действовать мудро. Проницательность помогает нашему разуму предвидеть трудности и противостоять им со спокойным умом. Во времена сомнений и страхов укреплите свою веру и доверие, чтобы мы не поддались ужасу или отчаянию, а нашли в вас крепкую скалу, на которой мы укрепим свой разум, сердце и душу. Защити нас от негативных вибраций и всели в нас крепкую веру в Твое покровительство, которое не поколеблется даже в кризис. 2525 комментариев для завершения восстановления утраченного и устранения негативных влияний в вашей жизни. Чтобы превратить этот вызов в возможность духовного роста и укрепления, пусть каждое признание будет ступенью на лестнице нашей эволюции, наставлением, приближающим нас к Тебе и создающим благодать. Встречайте зло, скрывающееся в вашем доме, не со страхом, а с убеждением, что ваш свет сильнее наступающей тьмы. А источник всех чудес во всяком деянии благодати и во всяком явлении воли Твоей, величия Твоего.
В величии Твоей щедрости мы находим ткань нашей жизни, бесчисленные чудеса, большие и малые. В этот период преданности мы признаем и благодарим чудеса, которые наполняют нашу жизнь, благословения, неожиданные победы и радостные сюрпризы, которые преподносятся даже в самых трудных обстоятельствах. 8888 под вашей защитой, без забот и страхов. Пишите, чтобы начать просвещенную неделю. Помните, что Бог всегда с вами, особенно в неопределенные и критические времена. Мы празднуем чудо дара Божьего, который обновляется каждое утро. Мы благодарим за дыхание сердца и чувства, которые позволяют нам познавать мир и его полноту. Мы ценим чудеса природы во всей их красоте. Каждый цветок весной, каждая птица, поющая на рассвете, каждая картина солнца на небе в ярких красках – свидетельство его искусства и щедрости. В каждом исследовании мы признаем чудеса мудрости и обучения. Путешествие в каждом восприятии, в каждом моменте понимания. Сияющий свет освещает наш путь и наше сознание. Наконец, мы дивимся чуду веры, невидимой и могущественной силе, поддерживающей нас в сомнительных случаях и поднимающей нас от трудностей, вере, соединяющей нас с Тобой, источником всякой любви и истины, Господу Иисусу Христу, свету и гид. Всем, кто ищет вас с искренним сердцем, благословите семьи, которые приходят к вам любовью, миром и руководством. Излей на них свою благодать и бесконечное милосердие. Небесный Отец, защищай эти семьи на каждом этапе пути, укрепляя узы любви и понимания между их членами. Ваш мир царит в каждом доме, и ваша мудрость направляет ваши решения и действия. Святой Дух, освети своим светом путь этих семей, помоги им преодолеть испытания и трудности, укрепи веру и продвинуться в учении Христа. Пусть каждая из этих семей найдет утешение и поддержку в Твоем постоянном присутствии, Господь. Мы молимся особенно за тех, кто сталкивается с трудностями или страданиями. Прикоснитесь к сердцу здоровой рукой и вдохните в жизнь надежду. Пусть ваша любовь и доброта станут источником обновления для всех. Благослови эти семьи своими словами и действиями как примером Твоей жизни, любви и милосердия к миру. Во всех уголках земли, Господь Всемогущий, пусть свет Твоего Евангелия будет принят Твоей бесконечной заботой. Благослови тех, кто надеется на Твою благотворительность. Пусть каждый дом станет святилищем веры, где ваши слова станут основой повседневной жизни. Комментарий 7676 найдите множество возможностей, которые ответят на ваши проблемы, и все ваши амбиции в жизни не превышают вашего желания поклоняться Богу. Предстоящая неделя будет очень яркой, и вы действительно получите здесь все возможности. Дорогой Отец, дай мудрость и проницательность всем семьям, чтобы они могли создать среду обучения и духовного роста. Каждое слово и жест покажут вашу любовь, правду и доброту. Боже, обними семьи, столкнувшиеся с невзгодами, и дай им силы преодолеть препятствия, доверяя Твоему божественному плану. Господь мира, наполни дом миром. Разногласия и разногласия разрешаются с любовью и терпением, отражая вашу милость и понимание. Божественный защитник, защити семьи от всех зол и опасностей, защити от искушений мира. Укрепи их словом Твоим и устрани сети врагов Твоих.
Боже всех поколений, благослови отношения между родителями и детьми. Отношения могут быть основаны на взаимном уважении, чести и привязанности, уважении вашей любви и обеспечении всех потребностей. Каждая семья должна позаботиться о том, чтобы жить достойно и счастливо. Перед лицом трудностей не должно быть недостатков в хлебе насущном или вере. Создатель Вселенной, вдохнови семьи заботиться о своем творении с ответственностью и любовью. Будьте защитниками мира, который вы нам подарили, уважайте и заботьтесь обо всех формах жизни. Бог единства укрепляет брак. Пусть любовь и верность будут узами, надлежащей печатью каждого брака, символом вечного завета с вашей церковью. Дух радости наполняет каждый дом моментами смеха и радости. Пусть маленькие радости повседневной жизни станут источником благодарности и радости. Бог мудрости направляет семьи в принятие финансовых и деловых решений. Всегда ставьте этику и честность на первое место, сохраняя свою волю во всех действиях. Милосердный Боже, научи всех прощать, как Ты простил. Прощение – ключ к исцелению ран и восстановлению отношений. Отец всех, обними одинокие или брошенные семьи. Пусть они найдут сообщество и поддержку в церкви и своих братьях и сестрах. Повелитель времени помогает сбалансировать семейную работу, отдых и богослужение. Используйте каждое мгновение с умом, вложите свои молитвы в каждое действие. 3939 божественный комментарий к просьбе о помощи. И не скорби больше, чтобы лить слезы, считай свой народ частью зла. Не забудьте попросить Бога перед сном и поблагодарить за всю оставшуюся жизнь, когда проснетесь. Эти цели соответствуют вашей продуктивности и приносят финансовое вознаграждение за счет создания положительного баланса на вашем банковском счете. В комментариях 7777 попросите людей, которым вы не приносите пользы, уйти из вашей жизни. Устраните осуждение и живите без зависти. Бог предостерегает от негативных духов, которые могут влиять на ваши мысли и решения. Решите эту проблему, пока не поздно. Помните, что возможности для благословений даются тогда, когда Бог в них больше всего нуждается. Не игнорируйте двери, которые открываются на вашем пути. 5454 комментария, чтобы обрести здоровый образ жизни и манеры поведения с помощью слова Божьего. Бог предупреждает, что если вы оставите это послание, вы собьетесь с нового пути и попадете в долину, созданную врагом. Он обманывает вас не потому, что изо всех сил старается творить истину из-за слабости веры. Проблемы, с которыми я столкнулся, были возможностью найти силу и мир в Боге. Тот, у кого есть сила вернуть реки в вашу жизнь, исцеляет вас, освобождает вас и освобождает от зла и грехов этого жестокого мира. Комментарий 9999, чтобы попросить дистанцироваться от тех, кто пытается вами руководить, и попросить что-то ради финансовой выгоды. Ангелы советуют вам сосредоточиться на легкой неделе, избегая вопросов и зависти, чтобы ваши мечты не разрушились. Комментарий 1818 года. Чтобы достичь всех избавлений, столкнуться с трудными испытаниями, получить благословение и выбрать финансовую выгоду. Бог указывает, что все обиды придут, и вы получите новую отдачу.
Комментарий 6262. Сосредоточьтесь на своих мечтах и целях, помня о своей вере во Христа, которая питает вас. Бог подчеркивает важность избегать ситуаций, которые приведут вас туда, где вам не предназначено быть. Держитесь подальше от людей с плохим поведением. 3737 комментарий к заявлению о божественной защите и духовной победе. Вспомните все чудесные вещи, которые произошли в вашей жизни. Не уходи, не оставляй того, что ты сделал. Комментарий 990 для запросов о помощи и защите. Комментарий: Христос Искупитель, просвети свой свет в тех местах тьмы, которые влияют на нашу жизнь. Ваша истина должна быть свободна от лжи и обмана, обеспечивая ясность и направление. Иисус, князь мира, своей божественной любовью установит царство мира в каждом сердце, где есть конфликт и разделение. Год, полный Божьих благословений, здоровья, богатства, безопасности и божественного руководства. Я единственный истинный Бог, и мой Сын Иисус Христос, единственный посредник, способен воссоединить со мной людей. Если вы верите в Него, вечное спасение может стать вашим, ибо Он – путь, истина и жизнь. Всегда помните эти три вещи. Во-первых, доверьтесь мне, я проведу вас через каждое испытание. Во-вторых, будьте благодарны за все, что у вас есть, потому что благодарность – это ключ к открытию лучших вещей. В-третьих, знайте, что я уже работаю в вашей жизни, превращая все невзгоды в позитив и награждая вас и вашу семью. И я могу дать тебе силы продолжать идти вперед, даже если тебе хочется сдаться. Я принимаю это время года с распростертыми объятиями и принимаю предстоящее путешествие с радостными подарками. Он привнесет изобилие в вашу жизнь, привнеся в это время года радость, любовь и гармонию. Ваша нынешняя боль скоро утихнет, и на горизонте произойдет удивительное событие, которое изменит вашу жизнь. Всего за несколько недель я подарю вам множество благ и еще больше увеличу ваше счастье. Ожидайте отличного финансового прогресса и прекрасных возможностей на горизонте. Всегда помните, что с вами всемогущий Бог, ваш величайший товарищ в битве. Добавьте, что я защищаю вас, я могу привести вас к победе. Обратитесь ко мне в трудную минуту, и я проведу вас через темную долину сомнений, пролью свет во тьме и облегчу вашу боль. Пусть вы и ваши близкие будете в форме, здоровы и в безопасности под моей защитой. Мое слово, мой закон и мое обещание твердо. Я никогда не умею лгать, и моя речь не сбивается. Доверьтесь мне как своему источнику утешения, общения и руководства. Иди со мной, и ты никогда не будешь один, вы освободитесь от вечной борьбы. Он войдет в царство возможностей, и откроется новый путь. Поскольку я создал мир за 6 дней и отдыхал в 7-й, у меня есть сила изменить вашу душу в одно мгновение. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, милостивый и источник всякого утешения, достоин всякой славы. Эти слова останутся с тобой навсегда. Я исполняю все, что вы просите, посредством моего призыва. Для меня большая честь услышать ваши молитвы и помочь исполнить желания вашего сердца. Я молюсь, чтобы ваши молитвы дошли до меня, и я помог вам в ваших трудностях. Когда я с тобой, ты никогда не одинок. Помните, что вас ждут чудесные вещи.
Возможность обменять свою вечную жизнь может принести вам много пользы. Когда я наблюдаю, моя вера проявится, и чудеса изменят вашу ситуацию. Преодолейте свою тревогу, беспокойство и труд, дети мои. Я здесь, чтобы помочь вам. Отдайте его мне, и я благословлю вас своим исцелением, миром и процветанием. Доверься моему небесному плану, я спокойно работаю ради этих благ. С рассветом каждого нового дня вас ждет удивительное событие, которое изменит вашу жизнь и увеличит ваши преимущества так, как вы даже не можете себе представить. Примените свою веру к Божьим словам, найденным в Библии, и помогите мне исполнить их в вашей жизни. Помни мою клятву и твердо соблюдай ее. Потому что хотя через грех и, возможно, смерть, но жизнь вечная есть бесплатный дар тебе через Христа Иисуса Господа. Я – поставщик вечной жизни, умный и великолепный воин. Радость твоя радует меня, и я не могу упрекнуть себя. Вместо этого позвольте мне сделать вас счастливым пением. Во имя Иисуса я молюсь, чтобы вы процветали духовно и финансово, испытывая обновление своего физического здоровья, банковских счетов и отношений. Я говорю, что Бог собирается совершить нечто чудесное, поднимет вас от края к центру. Молитва вернет здоровье, ясность ума и межличностные отношения. Не волнуйся, мои ангелы-хранители работают круглосуточно, чтобы защитить и направить вас. Пока я рядом с тобой, никто не сможет причинить тебе вред. Я верю в небесную защиту, меняется ваш взгляд на финансы, отношения, здоровье и жизнь. На этой неделе ваше здоровье и финансы улучшатся. 2024 год принесет чудеса и возможности изменить жизнь. Посмотрите этот фильм по мере его развития, и вы продолжите верить в Божьи чудеса. В ответ на всю боль, страдания и разбитость, которые вы пережили, Бог явит вам двойную благодать и благосклонность. У Бога есть чудесный план удовлетворения ваших потребностей, чтобы вы могли продолжать следовать своим желаниям. На этой неделе вы получите подробные знания, здоровье, яркие возможности, пользу и выздоровление. Скажите это вместе со мной. Моя жизнь изменится к лучшему. Я восстановлю свое здоровье, мое богатство увеличится, и у меня будет достаточно денег, чтобы оплатить свои счета и благословить других. Помолитесь вместе со мной, чтобы вы получили мои благословения и отправили их домой в виде чудес и благ. Дорогой Бог, спасибо, что привел нас в май. Пожалуйста, позаботьтесь о своей семье и друзьях в этом месяце. Держите нас всех под своей божественной защитой, и пусть мы наслаждаемся хорошим здоровьем, обильным процветанием и миром. Без беспокойства, страха, стресса и сомнений. Мы полагаемся на вашу мудрость в трудную минуту. Спасибо, что услышали наши молитвы и благословили нас. Следуя за Святым Духом до конца своей жизни, знайте, что ваши плохие обстоятельства превратятся в хорошие. По словам Господа, Божья любовь и благодать значительно улучшат отношения, здоровье и профессиональную жизнь. Спасение так же просто, как устно исповедовать Иисуса Господом и поверить всем сердцем, что Бог воскресил Его из мертвых. Бог хочет открыть через вас свою славу, сделать вас уникальным и известным всем благодаря своей доброте. Представьте себя через 6 месяцев, смотрящего на 100-долларовую купюру, припаркованную возле вашего нового дома в автомобиле вашей мечты. В
хорошем и плохом, в высоком и низком, в радости и в печали, в жатве благословений и в печали знай, что я всегда с тобой. Я буду с тобой, с чем бы ты ни столкнулся. Скажите так, я буду в нужном месте, и Бог сделает это. Необычайно, обильно, конечно, то, что я прошу или думаю, потому что я чту, будет преследоваться, и за этим последует товар. Я окружен благодатью Божией и прихожу к людям, чтобы они поступали со мной правильно. Однако помните, что Бог всегда рядом с вами, давая вам покой, безопасность и процветание, если вы откажетесь сдаваться. Я буду честен из таких обстоятельств. Я обещаю вам, что никогда не перестану даровать вам душевное спокойствие. Жизненные разговоры и приключения часто воспринимаются с нашей точки зрения, так что будьте стойкими, имейте веру, надейтесь и продолжайте провозглашать Его Слово, потому что благословение и благосклонность ждут вас. Помните, возлюбленные мои, что от меня исходят добрые и чудесные дела. Я сделаю то, что говорю, никто не сможет спасти или уничтожить тебя. Верь, что я осыпаю тебя дарами и чудесами, что я приведу тебя на землю. Когда вы посмотрите на это славное время, все у вас получится, подготовьтесь к тому, чтобы воспользоваться любой возможностью или успехом, который появится на вашем пути. Моя способность показывать вашу жизнь в реальном времени не означает, что я сбрасываю вас со счетов. В этот самый момент я внесу комфортные изменения, открою двери, изменю сердце, исцелю связи. До конца месяца вы увидите мои хорошие результаты. Я знаю, что ты заботишься о своей семье, своих деньгах, своем здоровье. Но не забывай, что я всегда с тобой, говорит Господь. Это подарок, который подарит вам мирную, безопасную и победоносную жизнь. Богу нужны ваша любовь и радость. Потомки и внуки в вашей жизни будут пожинать плоды следующих событий, и вы тоже. Вместо того, чтобы решать свои проблемы, чтобы стать лучше, приведите их к поклонению. Я уверен, что этот месяц будет полон удивительных событий, молитв, прорывов, чудес и ответов. В этом последнем году Бог поднял вас на новый уровень, заменив вашу борьбу на благословение, потери на победы, печали на радость. Присоединяйтесь ко мне и двигайтесь вперед с уверенностью. Тот интерес, эта романтика, та суть жизни, которую вы ищете, все это ваше. Верьте в меня, возлюбленные мои, я источник чудес и благ. Ничто и никто не сможет отнять у вас мои слова. Если вы сохраните свою веру, я могу предоставить вам удивительные преимущества и доход, пока вы сохраняете свою веру и соблюдаете Божьи заповеди, вы достигнете большего, чем можете себе представить. Я знаю, ты очень волнуешься, но приятно знать, что ты не один. Если вы молитесь о своих проблемах, Бог ответит на ваши молитвы об облегчении, исцелении и материальных благословениях. У Бога есть более великая и высшая цель для вашей жизни, чем то, чего вы достигли до сих пор, несмотря на все эти трудности, с которыми вам придется столкнуться. Награда за вашу настойчивость и терпение уже не за горами. В одно мгновение вы становитесь свидетелем удивительных улучшений во всех аспектах жизни, словно оркестр ослепляет ваших соперников и ослепляет вас. Ничего плохого с вами не произойдет, нет, все плохое рано или поздно обернется хорошим. Не оставляй мое милое дитя, я скажу кое-что впечатляющее об этом искажении. Бог намерен разрушить течение вашей жизни, устранив все возможные камни преткновения,
вы ясно увидите будущее. Он символизирует приход вашей идеальной жизни, исполнение ваших желаний и желаемых связей. Господь может мгновенно изменить ваше состояние, так что не оскорбляйте Его способности. Он способен открывать двери, изменять сердце, восстанавливать разбитость и даровать благо. Признаюсь, что в оставшиеся дни этого месяца вы увидите признаки действия могучей руки Божьей. Пожалуйста, повторяйте за мной. Бог делает больше, чем я прошу или представляю, потому что я буду поклоняться Ему, и Его любовь в конце концов будет со мной. Если я приду в нужное время, все будет хорошо. Милость Божья окружает меня. Кто уничтожит тебя? Твоя жизнь ушла из-за меня. В эти последние дни, говорит Бог, ангелы отнимут твое имя, чтобы ты мог быть перенесен из твоего одинокого жилища в высшие области. Это совершенно не в вашей лиге. Случай чудесным образом выбрал вас, небесные люди, украшенные прекрасными крыльями и прекрасными драгоценностями. С небольшим подъемом они перенесут вас в фантастический мир, полный радости и чудес. Дорогое мое дитя, с тобой вот-вот произойдет чудо, и оно будет настолько богатым, что поразит тебя. Возможно, ваши заботы и недуги превратятся в покой, а возможно, ваши решения превратятся в награды. Приложив сознательное усилие, вы почувствуете богатство, счастье и невозмутимость, как никогда раньше. Как дождь, пусть чудеса попадут в ваши карманы, через некоторое время вы не переводите раздражение на счастье. И если вы останетесь здесь, пока переезд не закончится, просто испытайте удачу, и с вами все случится. Для вас началась новая эра свободы, изобилия и богатства, чтобы Бог мог удалить все зло из вашей жизни. Что ты хочешь, бремя тревоги, беспокойства, стресса и боли можно снять и заменить Божьей любовью, восстановлением, утешением и вечным миром. Пусть этот год принесет счастье, исцеление, богатство и финансы вам и вашим близким. На этой неделе вы сможете погасить все свои обязательства и долги и улучшить свой бюджет. Приготовьтесь к большему доступу, обильным благам и божественным сюрпризам, бесконечные интересы, любовные отношения, финансовый прогресс и прочное процветание станут вашими до конца месяца. По милости Божией вы будете наслаждаться миром и изобилием во всех аспектах своей жизни, пусть ваши долги и счета будут оплачены, а ваш дом безопасен от вреда. И если вы позвоните своим ангелам в ближайшем будущем, вас ждет финансовый знак, пусть ваша жизнь будет наполнена крепким здоровьем, счастьем и благополучием, вы получите деньги быстро, как вода течет рекой. Несмотря на сломанные кости и разбитые сердца, свет всегда торжествует над тенями. Эта неделя будет полна чудесных событий. Даже перед Богом толпы превращаются в новости, вызов в подтверждение, невзгоды в возможности, жертвы в победу. Ваш мир и изобилие – это потому, что Иисус пришел на землю. Приглашение Иисуса принесет вам Божью благодать и мир. И если вы хотите прожить жизнь, свободную от тьмы, следуйте за нами, и с этого дня будьте самым добрым человеком на земле. Вы и ваш дом получите славу Божью. Во имя Иисуса Христа я заявляю и произношу то, что говорит Библия. Неожиданные чудеса безвозвратно изменят вашу жизнь. Когда у тебя больше никого нет, ты принимаешь Бога. Если ты знаешь, что Господь твой пастырь, ты сможешь иметь все, что пожелаешь. Ты будешь жить в Его доме вечно, и Его милость и вечная милость будут сопровождать тебя каждый день.
ходите с Богом, когда ваш дух побуждает вас действовать. Когда вы ищете помощи, обращайтесь к Нему во времена замешательства и одиночества. Помните, Бог с вами. Вы будете знать, что даже посреди бури Господь никогда не оставит вас. Жизнь, наполненная огромной радостью и миром, находится в пределах вашей досягаемости. Сегодня у каждого члена вашей семьи есть возможность исцелиться и обрести любовь, здоровье и счастье, которых вы заслуживаете. Во имя Иисуса я молюсь, чтобы чудеса происходили, когда это необходимо. С Божьей помощью вы сможете извлечь из своей жизни максимум пользы. Его посещают ангелы, Его молитвы услышаны и божественные средства посылаются вам в помощь. Пусть это будет нормально в молитве. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты освободил меня от всех ужасных препятствий прошлой вины, греха и осуждения. Помоги мне позволить прошлому остаться прошлым и жить ради того нового, что Ты делаешь в моем существе в этом году. Во имя Иисуса я признаюсь, что Ты остался со мной, несмотря ни на что. Это благословение, что Ты мой Бог, потому что Ты истинен, чист и великолепен. Пусть Бог улучшит вашу жизнь и даст вам и вашим близким лучший образ жизни. Пусть все ваши раны заживут и откроют путь к вашей великой победе. Даже в самые мрачные часы помните, что Бог с вами, давая силу и утешение. Замечательная вещь приближается к вам. По словам Бога, вы станете по-настоящему популярными, и ваши ангелы-хранители покажут вам, где найти хорошие возможности. Я желаю тебе быть счастливым навсегда. Приходи ко мне, если ты чувствуешь себя одиноким или подавленным из-за моих чувств к тебе. Я хочу наполнить твою жизнь счастьем. Дело почти сделано, так что ни о чем не жалею. Вы получаете деньги, доброжелательность и чудеса от мира. Если вы чувствуете себя духовно далеким от Бога, ни о чем сожалеть. Даже когда вы этого не чувствуете, Бог всегда рядом. Ваш собственный план далек от того, что Бог приготовил для вашей жизни. Не всегда дела идут так, как вы ожидаете, но это только потому, что у Бога есть большие планы на вашу жизнь. Имя, которое изменит вашу жизнь, появится на вашем пути. Предстоящая неделя полна хороших новостей, молитв, успехов, чудес и благодати. Поэтому вместо того, чтобы беспокоиться, они сосредотачиваются на поклонении. По словам Иисуса, это год, которого вы ждали, чтобы достичь полноты жизни, поскольку Бог превратит ваше горе в радость, ваш труд в дар, а вашу потерю в невероятное чудо. Если вы чувствуете усталость или неуверенность, помните, что Бог уже работает над улучшением ситуации в вашей жизни. Благослови вас и ваших близких и исцелите то, что вас ранит. Я предсказываю, что вы станете здоровее и сильнее, и что следующие 12 месяцев будут хорошими и плодотворными. Если вы будете исполнять волю Божью, у вас будет долгая, здоровая и сильная жизнь. Дай Бог вам обильного здоровья, счастья и материального благополучия, совершите то, чего не можете сделать самостоятельно. Вы, наконец, пришли к спокойному и приятному выводу из иллюзии отвлечения вашей ситуации. После долгого ожидания, плача, молитв и настойчивости вы можете предсказать, что Бог поддержит вас, даст вам изменяющие жизнь благо и даже чудеса, и все это проложит путь к прогрессу и улучшению в вашей жизни.
В конце года Бог восстановит вашу жизнь и все исправит. Ваш ремонт начался, и вскоре вы увидите свое финансовое вознаграждение. Великолепные знамения благословения вот-вот сойдут на вас свыше, и Бог хочет удивить вас. Молитесь, чтобы вас осыпали обильными благословениями, включая хорошее здоровье, мир, любовь и благодать, и приготовьтесь удивляться. Я говорю, что если вы продолжите идти по религиозному пути, ваша жизнь будет очень полезной для удовлетворения. Бог готов забрать все ваши боли, заботы, тревоги и печали. Трудности, с которыми они столкнулись, не остались незамеченными для меня. Я обещаю вам, что с чем бы вы ни столкнулись, будь то медицинские показания, финансовые трудности или сопротивление, Бог не оставит вас. Он предоставит помощь, исцеление и ресурсы, если вы изложите Ему свои проблемы в молитве. Успокойтесь, и да благословит вас Бог. Сколько бы дней ты ни прожил, Он всегда будет рядом, чтобы помочь тебе в трудную минуту. Все, что вы хотите, и даже больше, вам просто нужно воплотить в жизнь. Станьте свидетелем того, что ваша жизнь изменится к лучшему во всем вокруг вас. Завтра в вашем доме произойдет что-то удивительное, потому что Бог вмешается в вашу жизнь в самый последний момент. Из ниоткуда в вашу жизнь начнут хлынуть исцеления и чудеса, и двери, которые раньше были закрыты, неожиданно откроются, поскольку Божья небесная сила войдет в ваш дом. Во второй половине дня вы почувствуете расслабление, что означает исцеление. Кроме того, неожиданно в течение дня к вам будут обращаться люди, предлагающие поддержку и финансовую помощь. Приветствуя 2024 год, мы с нетерпением ждем предстоящего года, наполненного чудесным исцелением, глубоким личностным ростом, обильными благословениями и многим другим. Свободное время – это время новых начинаний, новых возможностей и даже новых предприятий. Перед вами разворачивается путь, полный благословений и чудес. Этот период не применяется из-за местоположения, ограничений или ошибок. В этом эпосе бесконечный Эфес – это вечное молчание и прерывание из глубины. Перед вами вопрос, почему ангелы вторгаются в мысли сатаны. У вас есть друзья в этой борьбе. Ты в безопасности, потому что я держу тебя. Если это на благо других, я осыпаю вас здоровьем, богатством, успехом, процветанием, благами и возможностями. Их много в марте и апреле. Я желаю вам и вашим близким всего наилучшего в обретении счастья, успеха, удовлетворения и страсти, которые вы ищете. Ваши запросы приняты. Утешая жизненные перипетии, я открываю новые двери, и я последняя старая дверь. Ваша собственность вырастет в цене, ваши финансы, отношения и здоровье будут процветать. Я благодарен за те деньги, которые у меня есть, и готов получать больше. Если есть финансовые трудности, они будут устранены. На этой неделе я покажу вам 10 миллионов долларов, которые помогут решить все ваши финансовые проблемы. Я исцеляющий, восстанавливающий и искупающий Бог. Мой банк удовлетворит все мои потребности. Я даю силу беспокойным и надежду отчаявшимся. Будь то физическое, психическое или духовное, я могу восстановить ваше здоровье. Я всегда готов протянуть руку помощи. В ближайшие несколько месяцев ваши финансы будут доминировать над вашими мечтами.
Ваша романтическая и духовная жизнь будет процветать. Помните, если устами твоими ты исповедуешь Иисуса Господом и сердцем своим веришь, что Бог воскресил Его из мертвых, ты будешь спасен. Доверьтесь Божьему плану, потому что все ваши намерения хороши и увенчаются успехом. Бог настолько ценит этот мир, что Он принес в жертву Своего единородного Сына ради вечной жизни. Используйте это время, чтобы отдохнуть и восстановить силы, чтобы восстановить успех и цель. Желание всегда с Богом. Я хочу дать тебе огромные вещи. Моя вера в Сына Божьего является основой моей жизни. Страх должен быть заменен верой, и я научу вас в трудные времена. Я источник поощрений и преимуществ. Ничто не может помешать тому, что я тебе обещал. Подготовьтесь к преимуществам, которые изменят вашу жизнь. Знай, что я всегда с тобой. Вас ждут благословения, исцеление и победа. Настойчивость в вере принесет свои плоды. Внутри вас появится новая свобода и изобилие. Ожидается обильное процветание, прекрасное здоровье и огромное счастье. Под твой порог они придут как знак моего неожиданного богатства. Это откроет двери для новых возможностей. У вас есть сила требовать мои обещания в своей жизни. Примите мир Божий, и пусть ваша жизнь станет свидетельством моей веры. Защита от финансовых потерь. Благословение, финансовый успех и, как следствие, здоровье будут переполняться. Оставайтесь со мной, чтобы воспользоваться этими преимуществами. Деньги потекут к вам легко. Любовь возрастет, вера укрепится, здоровье расцветет. Ожидаются ответы на молитвы и удивительные блага. Никаких больше потерь и разочарований. Я с уверенностью признаюсь, что Бог благословил меня и мою семью богатством, любовью и миром. Я ценю щедрость, изящество, доброту и сострадание. Бог хочет быть в вашей жизни, ожидая вашего приглашения творить чудеса. Позвольте Богу войти в ваш дом и позвольте нам испытать Его чудеса. Через отверстие в вашем сердце Он преобразует и вмешается во все аспекты вашей жизни на этой неделе. Бог удваивает ваши преимущества, предоставляя вам власть огромной силы и жизненно важных чудес, которые Он дарует. Стройте, побеждайте, побеждайте. Моя милость смирит тебя, и мы тщательно постарались наполнить твою душу освобождением, финансовым изобилием и настоящей любовью. В текущем месяце вероятно значительное счастье, здоровье и счастье. Перепишите свою историю полнотой и функциональностью. Следующие 12 часов принесут огромное счастье в виде любви, денег и здоровья. Возможности пострадают, долги будут прощены или погашены, а ваш финансовый баланс резко изменится. Ваша личная жизнь должна быть искуплена, и перед выходными, сезоном ответов на молитвы, вы вступите в период огромного мира, обильных благословений, финансового изобилия и особенно помазанных мест, созданных Богом. В этот период развития затрагиваются все аспекты вашей жизни, включая деньги, разум, тело и дух. Приготовьтесь к чудесным наградам, обильным благам, здоровью, благотворительности и Божьему процветанию на вас. Чудо, которое изменит жизнь и превосходит любое счастье, которое вы знаете, уже не за горами. Бог показывает, что Он желает изменить ваши обстоятельства,
Его милость будет на вас и ваших близких, восстанавливая все, что вы пострадали. Вскоре вы будете смотреть в окно на новенькую машину, припаркованную возле вашего дома, и восхищаться шестизначными ценами. Мое дорогое дитя, я позабочусь о твоей финансовой ответственности, утешу разбитое сердце, защищу семью, спланирую и проживу этот день только для тебя. Даже если вам плохо и по лицу текут слезы, помните 3 вещи: здоровье, отношения и деньги. Я позабочусь о том, чтобы следующие 12 месяцев были мирными для вас и ваших близких. Бог всегда будет с тобой, вы не одиноки. Дверь, о которой вы молились, должна быть открыта очень осторожно. Следующая неделя будет чудесной, поскольку начинается сезон радости, любви и гармонии. Я выругался. Ваше здоровье улучшится, а ваше благосостояние увеличится. Я был рядом с вами во время каждой бури, удовлетворяя все ваши потребности, и я буду продолжать защищать и благословлять вас и вашу семью. Вдруг на вашем пути встретятся нужные люди, ваше здоровье улучшится, закрытые двери откроются, мечты сбудутся и молитвы будут услышаны. К концу этого месяца вы почувствуете удивительное здоровье и полное выздоровление от болезней и долгов. Наслаждайтесь исцелением, легкостью и изобилием, пока Бог выводит вас из времен боли, войны и бедности. Бог обильно благословит вас возможностями, богатством и любовью, удивит ваших противников и потрясет мир. Завтрашний день обещает быть временем исцеления, успеха и чудес. Приготовьтесь увидеть результаты ваших искренних молитв. Вступая в март, я хочу заверить вас, что для вас настало время обновления. У вас могут быть времена борьбы, боли и трудностей, но знайте, что я с вами и готов поднять вас. Вас ждут большие финансовые выгоды, вы обязательно станете очень богатым, и деньги потекут в вашу жизнь без каких-либо усилий. Я могу исцелить ваше здоровье, улучшить ваши отношения и оживить ваши финансы. Возлюбленные, доверьтесь мне таким, какой я есть Богу, который исцеляет и искупает. Позвольте мне подарить вам жизнь, полную изобилия, отменного здоровья, огромного счастья и вечного блаженства. Дети, я не буду от вас отстранен. Я делаю Бога и всегда держу Его Слово. Это все, что я могу написать о каждом повреждении, преодолении врага, препятствии, задержке. Ваше благополучие и финансовый комфорт – мой главный приоритет. Я знаю, что многие из вас пережили трудные времена в финансовом отношении, и я хочу нести это бремя на вас. Я отвезу тебя в чудесное время, доверьтесь мне, и я покажу вам путь к изобилию, которое я создал для вас. Я посылаю вам чудеса, благословения и исправления, чтобы вы могли расти и процветать во всех сферах вашей жизни. Ибо я Бог праведный, не превознесу нечестивого. Если вы согласны со мной, я буду сражаться в вашей борьбе. Возлюбленные, будьте готовы к путешествию исцеления и восстановления во всех сферах вашей жизни, физической, финансовой и межличностной. Вы будете очень счастливы, потому что я творю чудеса в вашем распорядке дня. Если ты отдашь себя мне, я дам тебе и твоим близким вечную жизнь. Поверьте мне, и я вас не подведу. Бог активно превращает ваши препятствия в победы, и я могу исцелить все, что причиняет вред вашему телу. Знайте, что вы никогда не одиноки.
Господь будет вести ваши битвы и даст вам победу в трудные времена. Это наполнит вашу жизнь миром и счастьем и принесет вам чудесное счастье в области любви, денег и здоровья. Вы собираетесь осуществить великие перемены, которые победят ваших врагов и изменят мир, каким мы его знаем. Примите свет и позвольте божественной силе вести вас по необыкновенному пути. Вы спали в комнате, полной небесных духов, и были избраны для получения чудесных даров. Рано вставать. Теперь я освобождаю вас от пут бедности, нужды и болезней, которые мешают вашему росту. С каждым шагом вы приближаетесь к жизни изобилия, любви и радости, помазанной всемогущим Богом. Если вы досмотрите это видео до конца, то второй месяц марта станет для вас смотрибельным. Ваши слезы превратятся в радость, печаль в исцеление, а трудности в возможности. Как Бог чудес, я прилагаю особые усилия, чтобы совершить невозможное. Восстановите свое истинное принятие во мне и станьте свидетелем серии чудес в своем существе. Я всемогущий Бог, Создатель мира, и я даю вам больше, чем вы можете надеяться или представить. Я тихая гавань, где в нужный момент ты обретешь силу и мощь. Подготовьте свою финансовую стабильность, чтобы покорить все мечты разума. На этой неделе я смогу добиться для вас прогресса, показав вам, что нет ничего невозможного, если вы верите в меня всем своим сердцем. Знай, что я всегда с тобой и никогда не оставлю тебя, несмотря на физические, душевные и духовные трудности, с которыми ты можешь столкнуться. Я приношу вам позитивное чудо. Помните, я чудотворный Бог. Тот же Бог, который разделил Красное море для Моисея и совершил чудесное исцеление и воскресение для Иисуса. Если вы хотите получить спонтанное чудо от Бога, досмотрите это видео до конца. Ничто не выше моей власти, ибо я Бог спасения. Я могу превратить твою печаль из пепла в радость и красоту. Все, что твой противник отнял у тебя, я могу вернуть. Я Бог небесного воинства. Кто ко мне придет, не будет голоден. Кто пьет из меня, никогда не будет жаждать. Дарую тебе вечную жизнь, изобилие и полное счастье. Я могу превратить утренний свет в темноту и прогуляться по высоким горам. Господь обещал, что я могу исцелить вас так, как вы даже не можете себе представить. И я отвечу на все ваши вопросы. Вы готовы? Затем он добавляет: я прикоснусь к твоему здоровью своими руками, и поворот существования принесет тебе облегчение. Я знаю, что в твоей жизни есть слабости, болезни и боль. Но не расстраивайтесь сейчас, потому что я здесь, чтобы укрепить вас, исцелить вас, обновить вашу любовь и мир. Доверьтесь мне, и я приведу вас к здоровью и здравомыслию. Если ты доверишь мне все свои дела, свои возможности, свои отношения, свои мечты, вы накопите богатство в этом веке и обретете славу в следующем веке. Господь Иисус, Ты моя жизнь, и я не могу жить без Тебя. Мы можем вместе сказать своим близким и друзьям: я могу расслабиться. Вы правы, и я могу это принять. Я надеюсь, что ты всегда счастлив. Я прогнозирую, что 2024 год станет для всех нас годом реализации. Господь, научи нас противостоять искушению. Пусть Слово Твое будет нашим щитом и щитом, сохрани нас стойкими и непоколебимыми.
Милосердный Господи, протяни руку милосердия согрешившим. Пусть они получат милость и избавление через Тебя, Иисус, Царь царей. Все жизненные ситуации доминируют. Там, где есть разум и смятение, правитель дает вам команду, порядок и цель. Могущественный, он разрывает узы рабства и порабощения. Освободите заключенных, принесите вам истинную свободу. 110 комментарий к призыву божественного избавления и защиты. Пусть Бог благословит вас, защитит вас и направит вас на вашем духовном пути. Всегда помните о божественной любви, доступной вам. Все наши действия и планы ожидаются от вашего божественного руководства. Пусть Иисус, источник всей радости, наполнит наше сердце истинной радостью даже перед лицом трудностей. Да даст нам Господь сил и радости. Вечность, Господи, дай нам вечное видение. Наши глаза устремлены на Вас, напоминая нам, что с Вами наш дом. Христос, Я Великий, покажи Твое присутствие и силу в нашей жизни. Возможность прочувствовать каждый момент мероприятия. Иисус, наш посредник, услышь наши молитвы и прошения, услышь наши голоса. В Вашем присутствии со смирением и преданностью обращаемся к Архангелу Михаилу, могущественнейшему воину и небесному защитнику. Архангел Михаил, предводитель небесного воинства, чей свет сияет ярче 1000 солнц, мы просим Твоего присутствия и направления в нашей жизни, Божественный защитник, окружи нас своими мощными крыльями, создай непроницаемый щит от негативных сил. Он пытается окружить нас. Пусть яркий меч рассечет любую тьму, которая осмелится встать на нашем пути. Архангел мужества и истины, дай нам смелости противостоять жизненным трудностям, преодолевать трудности и преодолевать тени, стремящиеся омрачить наш внутренний свет. Ваше присутствие придаст нам уверенности и решимости, которые нам необходимы для преодоления наших ежедневных трудностей. Архангел Михаил, хранитель небес, просим защиты для ваших близких. Ваши распростертые крылья окутывают их, всегда обеспечивая безопасность и поддержку. Перенаправьте все зло, которое им грозит, и направьте на путь истины и добра. Под божественным светом, в Твоем свете, Архангел Михаил, да обретем мы мужество против наших страхов и будем в безопасности. Пусть Твое божественное пламя осветит темные уголки наших душ, раскрывая истину за пределами видимости и ведя нас к небесному знанию. Архангел, хранитель Божественного Совета, мы просим Твоего вмешательства в моменты неопределенности. Ваши крылья будут вести нас по пути, который лучше всего послужит божественной цели и эволюции нашей души. Просвети наши умы и наше сердце, чтобы мы могли понять Твое водительство. Пусть присутствие Архангела Михаила будет ощущаться во всех аспектах вашей жизни благодаря его мудрости, силе и постоянной защите. Как Твои преданные, мы можем проявлять Твой свет на земле и с уважением и милостью направлять других искать Твоей небесной помощи. Архангел Михаил, мы призываем Твое присутствие, веря в Твою святую милость и вечную защиту. Аминь.